Я хочу слово дать Покаеву Петру, это руководитель общественного движения «Родная степь». Всем здравствуйте. Всем большое спасибо, что сегодня пришли сюда. Я не руководитель, я представитель общественной экологической организации «Родная степь». Чтобы вы понимали, да? Майрырский разрез, вот, чтобы опять же все понимали, неважно какой разрез, Майрырский или Аршановский разрез, неважно, это название, это просто название, смысл в них один и тот же. То есть заработать денег как можно больше, как можно меньше потратить. Это политика, она простая. Никто не будет платить большие налоги, если их не заставишь. Никто не будет брать на себя какие-то обязательства перед населением, потому что это лишние затраты. У них задача заработать. Это естественно. То есть здесь я маленько тоже нервничаю, я тоже сотрудник, люди нервничают. Я первый раз вот так вышел куда-то, что-то говорю, я приехал с деревни, я живу в Чаптыково, я староста села, наше село попадает, не попадает, граница лицензии проходит недалеко. Чтобы вы понимали, опять же, Майрых, об этом вот, почему-то никто не сказал, получил лицензию на 97 квадратных километров. Что такое 97 квадратных километров? Взять Саяногорск. Это 5 Саяногорсков. Вот 5 Саяногорсков поместится вот, в территорию этой лицензии. И это они хотят все разрабатывать, все раскапывать, все выкапывать. И это только начало. Из этой лицензии порядка 60 квадратных километров попадает в наш сельский совет. Это Куйбышевский сельский совет. Мы с самого начала работаем, то есть парни Шалгинова зарегистрировали, сидели поначалу и думали, что делать. То есть по телевидению у нас было 3 слушания, общественных слушания. Ни одно слушание не прошло в пользу разреза однозначно. После второго слушания глава поселения собрал наших поселковых депутатов, а оказывается, эти люди имеют такое право переводить земли сельхозназначения в земли промышленного назначения. И вот так получилось, что это простые люди. Вот как я, как вы, это простые честные люди, да. Я не спорю, но просто так получилось, что вот их посадили в комнату, да, приехал Юрий Николаевич Курлаев, и тогда приехали представители разреза, написали им какую-то бумажку о том, что там вот мы вам построим какой-то модульный ФАП, там что-то еще. Но по сути, прежде чем принимать какое-то решение, как глава сельсовета поселения, так и наши депутаты, они обязаны были собрать людей, каждый в своем поселении, и объяснить ситуацию. Вот, будет такой вопрос ставиться. В общем, перевели они эти 6 тысяч гектар из сельхоз в промышленную. Это было после второго слушания. Об этом никто не знает, вот вы здесь все стоите, да, но об этом никто не знает, потому что телевидение, ни какие-то средства массовой информации, об этом нигде никто никогда не говорил, потому что это неудобно получается, для тех людей, которые пытаются очень хорошо заработать. Там действительно будут очень большие деньги, это естественно, то есть понятно, пользуются своими ресурсами. После второго слушания общественная организация инициировала сборы подписей населения. Собрали подписи порядка 10% от числа жителей с требованием отменить свое решение. Депутаты, собравшись, прислушались к населению, отменили свое решение, да? И так далее, и так далее. Вот сейчас, получается, Майрых подал в суд на наш сельский совет. Завтра, 4 числа, в Верховном суде
будет проходить ну, слушание. Я так думаю, оно будет заключительное. То есть завтра будет решаться. Если Верховный Совет признает действия наших поселковых депутатов незаконным, автоматически эти 6 тысяч гектар они опять заставят отменить свое решение, и депутаты будут вынуждены, даже не депутаты, это ну просто отменятся. В силу войдет их первое решение, когда они перевели эти земли, да? То есть вот это будет страшно. Это получается вот то, что мы здесь стоим, разговариваем, что-то делаем, да? То есть это все хорошо, но вот на бумаге, по сути, если есть бумажка, ты хозяин положения. Если вот сейчас отменят решение наших поселковых депутатов о том, что они в свою очередь отменили свое же решение о переводе, вот это будет означать, что эти 60 квадратных километров, они будут переведены. Все. То есть это будет, ну, это будет очень плохо. Опять же, наших депутатов, ну я не знаю, то ли обязали перед тем, как сюда ехать, заехал в сельсовет, я староста села, заехал в сельсовет, задал вопрос, что и как. Узнал, что собиралась сессия, опять собрали депутатов, и депутаты передали право перевода земель из одной категории в другую и так далее в Бею. То есть передали они свои полномочия вот эти, да, людям, которые не живут в нашем поселении. Сейчас вот, ну, мы это так видим, я просто не юрист, консультировался, но получается так. Наши депутаты передали свои полномочия в Бею. То есть за нас сейчас, за наше поселение, да, будут решать, я так понимаю, совсем посторонние люди. То есть, это очень страшно. То есть для нас, вот мы сейчас вот думаем, как будем или подписи опять собирать, чтобы они отменяли свое решение, или как. Еще одно, да, вот я Хакас, мама моя, папа, ну вот сейчас, да, вот я вот стою, я с парнями разговаривал, да, сейчас не важно, действительно, вот девушка правильно сказала, не важно, какой вы национальности, хакас, армянин, русский, немец, это касается всех, потому что это будет, ну, мы все здесь живем, это наш дом. Если мы не будем отстаивать свой дом у себя, да, вот здесь вот, просто это получается, кто-то пришел к тебе в огород, грубо говоря, да, пришел к тебе домой в грязных ботинках, сел у тебя на кухне, ест у тебя там, ты его не знаешь вообще, он говорит, и еще тебе же говорит, иди отсюда. Вот примерно вот такая ситуация. Просто да, вот как-то, ну я вот так вот говорю, но я это так вижу, потому что это наш дом. Почему кто-то приходит сюда и говорит нам, чтобы мы радовались каким-то волейбольным мячам, да, которые привезли к нам в школу, волейбольной сетке и прочим каким-то мелочам, шторам каким-то, да, привезли карусель к нам, да, вот привезли вот слово покупают, вот само вот это слово покупают, это как можно забрать у людей землю? 36 участков попали под изъятие. Просто пришли людям документы, бумаги о том, что у них будут изымать их земли. Вот это как вообще? Нужды, то есть Майрых это ООО, это не государственная организация, но изымают земли, там формулировка такая, под нужды государства. То есть вот это вот вообще, вот это цинизм, вот это как? То есть под частную компанию изымают земли у частных людей, у простых людей, их доли. 36 долей вот попали сейчас под изъятие. Вот сейчас вот тоже готовятся документы, ну, в суд там, что-то как-то. Но вот если мы все, да, если вот вы, люди, не поддержите, если мы не встанем нормально, да, да, нам будет плохо, я не спорю. Мы попадем в самую неприятную ситуацию в первую очередь. Но поверьте мне, дальше, когда у кого-то из вас не родится внук, у кого-то из вас родится внук, но будет больной, у кого-то умрет кто-то от рака, у кого-то там еще что-то, ну вот это будет вот на совести, вот винить в этом кого-то не надо будет. Просто это будет на совести тех людей, которые просто промолчали, просто пошли, знали об этом, да, что здесь сегодня люди соберутся, но прошли мимо, да, не пришли сюда. Это будет на их совести. Потому что, ну это серьезно, представьте, 97 квадратных километров. Что это? Это только начало. Сейчас в Аскийском районе они начинают работу, насколько мы знаем.
То есть это только начало. Это это страшно, это действительно страшно. Что там будет дальше, как мы здесь будем жить, это нереально. Поэтому вам большое спасибо, что собрались. Говорите всем, говорите об этом, потому что это очень важно, очень важно. Большое спасибо.